Заседание антинаркотической комиссии началось с подведения итогов профилактических операций по ликвидации мака и конопли на территории городского округа. Далее на повестке дня были рассмотрены 4 вопроса: проведение профилактических рейдов в семьях с трудными подростками, медицинское тестирование работников предприятий на предмет установления лиц, незаконно потребляющих наркотические вещества, организация трудоустройства подростков и молодежи и проведение военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец». Каждый из ответственных членов комиссии по тому или иному вопросу озвучили итоги проделанной работы на текущий момент. 4 месяца 2017 года у нас проверено 18 адресов, в которых проживает 58 детей. По итогам рейдов, 12 детей были помещены в социальный приют, и из них 3 возвращены в семью, с остальными пока проводится работа. Помимо обсуждения насущных вопросов, членами комиссии было вынесено на рассмотрение предложение о том, чтобы медицинское тестирование на предмет установления лиц, незаконно потребляющих наркотические вещества, проходили также водители городских и междугородних такси. Данное предложение было взято на контроль. На предприятиях города за первый квартал 2007 года было протестировано 201 человек. Это Зауральская ТЭЦ 9 человек, СПО ГОК 164 человека, РМЗ 28 человек. За апрель до 22 мая 2017 года протестировано 148 человек. Это работники предприятий Башкирэнерго 79 человек, Газпром 37, Ремстройцентр 24. БШБУ 8 человек, всего 349, связанных с опасным, с опасным производством предприятия. Факт появления лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, работниками предприятия не зарегистрировано. Также на заседании антинаркотической комиссии особое внимание уделялось вопросу трудоустройства учащихся на летний период. На время каникул Центром занятости населения планируется обеспечить работой 535 учащихся, что на 108 больше по сравнению с прошлым годом. Что касается организации палаточного лагеря «Юный спецназовец» для трудных подростков, то в этом году принято решение о распределении ребят по нескольким лагерям. Работы по определению мест дислокации юных спецназовцев членами комиссии пока ведутся. В целом, по словам специалистов, городские показатели в сфере борьбы с наркоманией остаются прежними, а значит, нужно усиливать совместную работу, ведь только комплексный подход даст хороший результат. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.